Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. День памяти и почитания. Последователи учения шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, собрались на месте, где похоронены его мюриды. О жизни великого устаза расскажем в этом выпуске. Религиозные обряды. В центральной мечети сердца Чечни также почли память выдающегося исламского суфия. Киновыходные. Сразу две новинки стартовали в первый день Нового года во всех кинотеатрах страны. В Грозном состоялись две премьеры «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Какие яркие сюжетные линии ждут зрителей, узнаете в нашем эфире. 3 января 1864 года является одной из самых скорбных дат в истории чеченского народа. В этот день был отправлен в ссылку шейх Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость. В субъекте проходят многочисленные религиозные мероприятия. Одно из них состоялось в центральной мечети сердца Чечни. Рамзан Абуев продолжит тему. Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, внес неоценимую лепту в духовное развитие не только чеченского, но и всего кавказского общества, отметил в своей проповеди муфтий Салах Хаджи Межиев. Шейх посвятил свою жизнь распространению идеалов добра, милосердия и знаний о Коране и Сунне. После азана на полуденную молитву мюриды и шейха со всех муниципалитетов республики прочитали намаз. Жизнь и поступки Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, это пример праведного человека. Его основным призывом к своим последователям было братство, равенство и справедливость. Del pay marloş alaysalam evle eşloş haqa dal silan din doluşturum silan daş dal daz din daz da şavolun dera mosu bilgaldak diyestolun bilgaldak so tak ostiaqa hüyük so şent el misal goyç haqa hajloş dol dedu el bilgaldak dedu yer. После верующие совершили зикр, поминая Творца и восславляя его любимца, прося благоденствия и милости умме. В 1864 году Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, был отправлен в пожизненную ссылку. Поводом стали призывы к миру, религиозная и просветительская деятельность. И хотя с того момента прошло 160 лет, учения и призывы шейха актуальны по сей день. Тысячи его мюридов в разных частях земного шара служат Всевышнему и творят добро. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В доме Рамзана Кадырова провели религиозные обряды зикр и мавлид в честь дня рождения шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Устаз глубоко почитаем, его жизнь и учение является важнейшей частью истории и духовно-нравственной культуры нашего народа. Подробнее Турпал Али Тайсомов. Руководитель субъекта лично встретил уважаемых гостей в своем доме, пришедших в честь Дня памяти Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Богословы преподнесли Рамзану Кадырову священный подарок. Это Коран возрастом более 200 лет.
Как и подобает традициям, всех участников глава региона пригласил к столу с угощением. Верующие совместно прочитали мавлид, а затем сделали дуа, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. От имени всех присутствующих Салах Хаджи Межиев поблагодарил главу республики за приглашение и теплый прием в такой почитаемый день. Рамзан Кадыров лично проводил религиозных деятелей. Напоследок он пожелал каждому из них блага и всяческих успехов. В этот вечер в Доме политика мюриды и последователи Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, вместе совершили коллективный намаз, а затем и обряд зикр. Жизнь и учение устаза – важнейшая часть истории и духовно-нравственной культуры нашего народа. В этот день в память о нем религиозные обряды проходят по всему субъекту. Совершая их, верующие чтят память об этом выдающемся проповеднике. Это показывает единство нации, укрепляющее память о выдающихся людях, которые, несмотря на злостную противоправную деятельность Российской империи и советской власти, продолжали распространение религиозных ценностей на территории субъекта. Турпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Сайдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В новогодние выходные чеченскому зрителю представили сразу две красочные киноленты «Холоп-2» и «Бременские музыканты». Добрые и поучительные истории в интересных постановках, и актеры, игра которых не оставит равнодушных взрослых и детей. О главных героях и об их ярких приключениях расскажет Медина Мударова. Сразу две новинки стартовали в первый день Нового года во всех кинотеатрах страны. Продолжение нашумевшего «Холопа» и новое киновоплощение легендарной сказки «Бременские музыканты». Эти новинки еще больше украсят новогодние каникулы жителей республики. Любимая сказка всех поколений «Бременские музыканты» вновь собрали вместе любимых героев. Трубадура и его друзей – пса, кошку, осла и самовлюбленного петуха. Они объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Коварные враги, интриги, сражения за любовь. Фильм приглашает зрителя окунуться в эту захватывающую атмосферу. Режиссер-постановщик Алексей Нужный старался сохранить фабулу мультфильма, а также песни героев и взаимоотношения, оставаясь верным духу оригинальной сказки. Но многое и расширилось. Стоит отметить и то, что все песни исполняли сами актеры. «Бременские музыканты» – это фильм для 5-6 поколений. И удивительно, что этот фильм объединяет эти поколения, когда прабабушка может сходить со своим правнуком на фильм и вместе петь и друг друга понять. Потому что сейчас между этими поколениями огромная разница. Этот фильм с ненавязчивыми моральными поучениями и добрым юмором станет отличным развлечением для всей семьи. Новая экранизация вызвала у зрителей Чеченской Республики море положительных эмоций. Картина воодушевила не только молодое поколение, но и тех, кто вырос на истории о дружбе и чудесах. Кошка мне больше всего понравилась. Почему? Ну, потому что это такая красивая, такие когти, я больше кошек люблю. Выстрелил и не менее ожидаемый «Холоп-2». Вторую часть мы ожидали, что будет что-то тоже с перемещением времен, но, честно, все оправдания просто превзошли даже больше, чем мы хотели. Очень эмоциональный фильм. Несколько было моментов, где хотелось и пустить слезу, и посмеяться. Герои этой кинокартины уже известны многим. Главный герой Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком после путешествия в прошлое, чутко реагирует к любой несправедливости. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который на этот раз творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени. Одну из главных ролей в новом фильме исполнила Аглая Тарасова. Ее героиня Катя – избалованная дочь чиновницы, которой ничего не стоит нахамить кому-то из окружающих. Ее перевоспитаниями займется главный герой, великолепно сыгранный сербским актером. Сначала она производит отталкивающее впечатление, потому что она не пускает никого к себе в сердце. Она когда-то закрылась и решила, что так существовать легче, потому что так ей никто не причинит боли, она никого не пускает в сердце. И как раз с этой проблемой в фильме и будут бороться.
Обе кинокартины сняты при участии телеканала «Россия». Кинотеатры Чеченской Республики приглашают зрителей погрузиться в мир приключений, любви и настоящей дружбы. Медина Мударова, Седамин Мусаев, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.